Знаете, несмотря на то, что зависть — это очень тяжелое переживание, порицаемое общество, за ней всегда скрывается потребность. И если правильно распознать, какая именно потребность скрывается за завистью, и направить ее во благо, то зависть станет вашим мощным источником энергии для достижения ваших целей. Условно считается, что есть 3 вида зависти. Враждебная черная зависть, она основана на обесценивании другого человека, когда говорят, что да она этого не заслужила, да знаем мы, как он этого добился. Ну и всевозможные высказывания в этом духе. Сюда же относится желание неудачи другому человеку и какое-то злорадство, если у этого человека что-то не получается или что-то случается. Следующий вид зависти — это депрессивная зависть. Она основана уже наоборот на обесценивании себя же, когда говорят: да я такая неудачница, другие вон как, а я так, наверное, никогда не смогу. Она же вон какая умная, а что я? И даже я пытаться ничего делать не буду. И вот такие мысли у человека преобладают. Третий вид зависти — это белая зависть. Мы понимаем, что ее испытываем, когда восхищаемся успехами другого человека. Или когда желаем уметь так же, или уметь то же, что и объект нашей зависти. Это зависть белая, потому что другой человек своим примером нам самим только придает сил двигаться вперед. Или же белой завистью будет ваше стремление к объекту зависти, и ваше стремление к этому человеку в первую очередь будет обусловлено желанием научиться у него чему-то, что значимо и ценно именно для вас. Думаю, понятно, что первые 2 вида зависти, они токсичные. Они часто испытываются одновременно и могут приводить к подавленности, злости, избеганию этого человека, который пробудил в вас это негативное чувство. Часто завистники объединяются в какие-то группы с другими завистниками. Им это как будто помогает справиться с этими негативными переживаниями, которые в них пробудила зависть. Не нужно далеко ходить, достаточно посмотреть, как люди комментируют что-то в интернете. Вы заходите при удобном случае по ссылке на обсуждаемое видео, и вот вы уже по тем комментариям, что под ним, можете наглядно увидеть все виды зависти. Я отмечу, что не всегда это основной мотив что-то комментировать, но для кого-то это все-таки мотив не обойти своим вниманием того или иного человека. Как можно конвертировать враждебную и депрессивную зависть в конструктивную и белую? Ну, во-первых, перестаньте всячески себя ругать, винить, если вы испытываете зависть. Зависть — очень тяжелое переживание, будьте к себе милосердны. Во-вторых, определите, какая ваша потребность скрывается за завистью, чего бы вы хотели для себя. Мы уже это как-то обсуждали, нужно думать, а вот что стоит у меня за тем или иным желанием на самом деле, за желанием модельной внешности, должности, машины, какой-то определенной марки. Чего я хочу на самом деле? Признания, статуса, отношений. Вот несколько примеров. Вы ловите себя на каком-то негативном прогнозировании. Допустим, у меня никогда это не получится. Следовательно, вы понимаете, что результат зависит от вашего поведения. Если я буду двигаться в сторону своей цели, какие-то действия точно меня к ней приблизят. Не навешивайте на самого себя ярлыки. Допустим, я неудачник, неудачница. Зафиксируйте, у меня есть очень разный опыт в жизни. В чем-то я преуспеваю, в чем-то нет. Человек достаточно сложен, и нет смысла клеить самому себе ярлыки. Не спешите обесценивать себя. Вот что-то по типу: да что вот я, вот она там с такими-то успехами и достижениями, я рядом с ней в принципе не стою. Скажите себе: я тоже делаю полезные, значимые дела. Ее успех никак не обнуляет мои успехи, мои результаты, мои победы. Сфокусируйтесь на своей собственной потребности, поищите свой собственный способ ее удовлетворить. Выразите восхищение человеку, которому вы завидуете, даже если вы боитесь, что он не оценит это или заподозрит какую-то вашу неискренность. Сложно устно, напишите ему сообщение, напишите письмо. Это хороший антидот от токсичной зависти. Можно также попросить человека стать вашим ментором, коучем, почему бы и нет. Не забудьте, самое главное, похвалить себя за то, что вы, как барон Мюнхгаузен, взяли и вытащили самого себя из болота и смогли трансформировать токсичную зависть в мощную движущую силу, ведущую именно вас к успеху.